честь 230-летия Владикавказа на проспекте Мира работали около 30 развлекательных площадок. Жители республики побывали на мастер-классе по фехтованию, увидели оживающие скульптуры, поучаствовали в нардских играх и даже оставили свои поздравления городу на специальном стенде. Граффити, боди-арт и роллеры – это не только можно было увидеть в городе именинники. На протяжении всего дня молодые стажеры Центра занятости показывали свои бизнес-проекты. В это же время на площади Свободы жители удивляли еще и оживающие скульптуры, сфотографироваться с которыми мог каждый. Завершился День города концертом, зажигательной дискотекой и, конечно же, праздничным фейерверком. Вы, наверное, знаете, что вот такой первый раз у нас День города. Я не знаю, кто это организовал, но тот, кто организовал, молодец. И это классно. Вот смотри, я такого никогда не видел. Честное слово, вижу первый раз, это приятно и это классно вообще. Выставка «Город мастеров» открылась в День города во Владикавказе. Благодаря ей у горожан появилась возможность поближе познакомиться с культурой предков, полюбоваться национальными костюмами и узнать новое об истории города. Воспитанники детских творческих коллективов провели мастер-класс по валянию войлока, продемонстрировали изготовление шерстяных ниток, пошив элементов остинского национального наряда и рассказали о старых остинских играх. Выставка состояла из нескольких площадок, свои работы представили признанные народные умельцы. Мы сделали раскраски для детей с видами нашего города, здания нашего города. И детки раскрашивают, им интересно, и нам интересно посмотреть, как они видят наш город. Они должны узнать, что это за здание, и раскрасить. «Венок дружбы» – так называется одна из площадок, которые работали на проспекте Мира. В День города национальные общества нашей республики познакомили со своей культурой всех горожан. Площадку поделили на две части. На одной желающие могли насладиться зрелищными танцами и пениями, а на другой – отведать блюда традиционной кухни. На площадке побывал и мэр Сергей Дзантиев. Представители общественной организации «Русь» встретили главу города хлебом и солью. Тематические площадки были расположены по всему проспекту. Массовые гуляния продолжались до самой ночи. Финальным аккордом стал яркий красочный салют. В день юбилея Владикавказа горожане и филателисты республики получили подарок. Североостинский филиал Почты России провел специальное гашение знаков почтовой оплаты памятным штемпелем, посвященным празднику. На оттиске штемпеля были изображены ворота на фоне линии гор, напоминающей своим контуром Столовую гору. Надпись «День города Владикавказ» и дата 14.06.2014. Вообще, это гашение, которое филателисты ждут всегда с нетерпением. Ежегодно, это уже традиция, когда в День города специальной печатью производится гашение на почтовых карточках, на конвертах соответствующей тематики. И это прекрасный сувенир, который украшает любую коллекцию. Слабовидящие и незрячие дети республики теперь смогут полноценно обучаться школьной программе. С 1 сентября на базе 14-й школы Владикавказа начнут свою работу классы для незрячих и слабовидящих ребят. Прежде таких детей направляли на обучение в Кисловодск и другие города России. Такое положение создавало неудобства как для самих детей, так и для их родителей. По Северной Осетии зарегистрировано около 300 ребят с ограниченными возможностями по зрению. Сегодня мы пригласили лучшего специалиста Института коррекционной педагогики города Москвы Денискину Венеру Закировну, которая сегодня работала со всеми специалистами нашей республики.